Слово имеет глава нашей республики Айсен Сергеевич Николаев. Таула Саха Республикадан бастығы президиана Михаил Ефимович, у вас Таула президиум, Рахтан Чугастан кальпет Саха Реттен түріктәк, бір дөйділақтар бұд, күнді доғыттыр, бұқа барағатын үйіңі үйріләк көйді. Саха Реттен түріктәк, жон әрге бастығы мұнияқтарына, жүкузға қораққа, итетік естенлік әзірілді. Наш первый президент Михаил Ефимович, уважаемый президиум, дорогие наши соотечественники, друзья, я рад приветствовать вас всех здесь, на родной нашей земле, Якутии. Приветствую соотечественников, многие из которых, как вы сейчас сказали, они присоединились к нам онлайн. Я искренне благодарю вас всех, тех, кто откликнулся на наш призыв, еще больше укрепить связи со своей родной республикой, со своей землей, представляя ее на разных континентах, в разных странах и регионах. Символично, что форум соотечественников проходит в благословенные дни Песеха. Наш древний праздник всегда приглашает дружелюбие, взаимопонимание, единение как основу счастья и благополучия всего общества. Я также очень считаю знаком, что форум проводится в рамках мероприятий, посвященных столетию образования Якутской автономной Советской Социалистической Республики. Вся вековая история республики – это история поколений якутян, которые сплотились вокруг общих ценностей развития Якутии, стремления к образованию, к высокой культуре. Это история поколения, которых сплотило уважение и любовь к нашей родине, суровой по климату, но такой теплой и притягательной по своей душе. Наша республика всегда провозглашала открытость, широту экономических, культурных связей одним из своих приоритетов. Под руководством первого президента республики Михаила Ефимовича Николаева Якутия выступила инициатором развития международного сотрудничества, в том числе на площадках ООН, ЮНЕСКО, Арктического совета, Северного форума. Неоспоримым вкладом в позиционирование Якутии, да и всей, наверное, нашей России в мире спорта стали такие признанные проекты, как Международные игры «Дети Азии», крупные научные, образовательные, культурные проекты. Огромное развитие получила народная дипломатия, творческие и общественные связи с сообществами во всем мире. Уверен, что наши соотечественники, живущие в разных странах, в разных регионах, всегда поддерживали и будут поддерживать наши инициативы. Я уверен также, что историческая дата республики должна стать объединяющим началом для всех, кто считает Якутию родной. Укрепляя связь с соотечественниками, мы сможем шире продвигать знания о республике, о наших ценностях. Нам важно с участием якутян, которые живут за границей, в других регионах, но не теряют связь с родиной, налаживать культурные, научные, образовательные контакты. Важно идти навстречу соотечественникам, которые готовы делиться своим успешным опытом, передовыми компетенциями, интересными технологиями. Рад, что первый форум соотечественников проходит не только как презентационное мероприятие, а действительно становится площадкой для обсуждения конкретных, нужных для республики проектов. Очень важно, что итогом форума станут конкретные предложения и идеи, которые сделают нашу общую работу более продуктивной. Безусловно, республика оказывала и будет оказывать поддержку национально-культурным объединениям, направленных на консолидацию якутян за рубежом, поддерживать проекты по продвижению достижений культуры Якутии в мире. Замечательно, что вы, наши земляки, во многих странах мира празднуете наш национальный праздник СССР. Ведь это не только возможность общения, это на самом деле большой вклад в культурное присутствие Якутии, да и всей нашей России в международном сообществе. Я думаю, что именно культурная дипломатия формирует образ нашей республики в мире, привлекая внимание к нашим ценностям, и мы будем всецело поддерживать такие инициативы. Считаю очень важным вклад соотечественников в популяризации научно-образовательных, творческих проектов республики.
Например, таких как проект Северо-Восточного федерального университета имени Максима Кировича Амосова и правительства республики «Цифровизация языкового и культурного наследия коренных народов Арктики». Цель этого проекта – создание международного мультикультурного интернет-портала по языкам и культурному наследию коренных народов Арктики. Сейчас, как вы знаете, большую ставку мы делаем на развитие креативных индустрий. В Якутске сейчас создается первый на Дальнем Востоке один из самых больших в стране креативных кластеров, квартал труда. И в популяризации, и в продвижении в мире креативного продукта его будущих резидентов тоже большое значение будет иметь культурная дипломатия. Интерес наших соотечественников в разных странах. Есть такие уже действующие бизнес-проекты, например, маркетплейс товаров под единым брендом, сделанных в Якутии, создаются новые туристические маршруты разной направленности. Словом, на мой взгляд, есть множество направлений, множество проектов, для развития которых нужна консолидация всех людей, которым важно, чем живет республика, какие цели ставит перед собой, как строить свое будущее. Я так хотел бы сформулировать цель, к которой мы движемся. Это восприятие и создание Новой Якутии как центра притяжения талантов и знаний, центра новых технологий, новых производств, восприятие и реализация нашей республики, плана по ее превращению в место для самореализации каждого человека. Достижение этой важной цели нужно участие всех, кто связан с Якутией, кто был связан с Якутией, всех, кому дорога наша родная республика. Дорогие друзья, в наше время расстояния и границы, даже в самое непростое время, как мы сейчас доказали, не являются преградой для общения. И я очень надеюсь, что первый форум соотечественников еще больше сплотит нас всех якутян, откроет новые возможности для всех наших земляков, выходцев из Якутии, участвовать в ее жизни, ощущая неразрывную связь и поддержку своей родной земли. От всей души желаю вам всем счастья и благополучия. Уверен, что благословенные дни Исеха, а я уверен, что вы все, в том числе и послезавтра, будете на нашем знаменитом Исехе Туймада, конечно же, одарит вас всех светлой энергией, радостью на многие-многие месяцы. Спасибо вам. Большое